Для меня это всегда такое вот несоответствие огромных задач и вот некоторой расслабленности и ожидания того, что какой-то арендатор придет, и вот мы будем просто за нашу землю получать какую-то ренту. Вот это для меня очень такое опасное, так сказать, наблюдение. Есть божество сотоварищества в каком-то из индусских пантеонов. И в зороастризме, где культ огня, действительно тоже есть это имя Арда. Вот насчет того, что это мужское или женское, я не знаю, но в абхазском это употребляется и как мужское, и как женское. Я думаю, что вот из зороастризма что-то пришло, конечно, оттуда. Я верю в то, что ничего случайно не бывает. Кстати, мои друзья, перуанцы, как мы очень дружили в университете, они хотели свою дочь назвать Ардой, но потом все-таки не решились, потому что это вот на испанском тоже означает «горящее», кажется так. Так что насчет там пламени клокочущего не знаю, но вот какой-то источник энергии, да, я постоянно вот ощущаю тепло и по отношению к другим, и по отношению к каким-то делам, что иногда, казалось бы, уже все должно, так сказать, потухнуть и замерзнуть, но у меня как-то это продолжает гореть внутри меня. Наверное, у каждого есть какой-то вот свой город, который не для всех открыт. Но мне кажется, у меня восприятие нашего города, может быть, не очень отличается от многих других, кто любит историю и для которых вот эти исторические страницы стали очень важны. Конечно, не всегда Сухум был столицей Абхазии, но мне кажется, то, что он находился между двумя очень важными составляющими, которые, как и инь-янь, да, в абхазской культуре, в абхазском народе несут разные немножко какие-то и ценностные, и какие-то человеческие особенности, духовные особенности, Апсилы и Абазги, и он в центре. Каждая часть дополнялась другой и соединялась с другой. И, конечно, очень много исторических событий здесь было, и трагических. Удивительно то, что вот Сухум, как феникс, очень много раз возрождался. Для меня это потрясающий знак, потому что, значит, здесь что-то, какая-то очень важная энергетическая силовая точка, если никакие там разбои, пожары, войны и так далее не могли уничтожить вот это место, где люди общались, где создавалась культура, где встречались многие разные культуры и так далее на абхазской земле. Вот все это воссоздавалось и снова, так сказать, свело. И мы вот сегодня тоже, после уже последней войны, тоже видим, как город возрождается. Значит, здесь корни чего-то очень важного, большого, что не может быть уничтожено просто так.
На раскопках я бывала и даже иногда работала, но это было всегда очень эпизодически, просто либо с родителями, либо с моими друзьями. Но на самом деле очень многие археологи были друзьями нашей семьи. И, допустим, что касается раскопок в Сухумской крепости, это, так сказать, сопровождало меня многие годы. Очень близки мы были с семьей Шервашидзе Леонидом Алексеевичем, который вел подводные раскопки, с Львом Николаевичем Соловьем. У них дома я бывала много раз, и у того и другого видела артефакты, которые они находили. Слышала их потрясающие рассказы и их надежду на то, что эти изыскания будут продолжаться. И они верили, что вот эти фрагменты и куски стен крепости, которые ушли под воду, что это только часть вот тех, так сказать, будущих находок, которые смогут открыть какие-то очень старые страницы нашего города. Но это, конечно, очень все сложно, и не до того было, особенно вот в последние годы. Но я надеюсь, что придет время, когда мы очень многое узнаем, и что и подводные, и другие раскопки все-таки помогут ответить на многие вопросы, которые есть и о Диоскуре, и о Себастополисе, и о более поздних периодах нашего города, византийском, турецком и так далее. Эта тема, конечно, звучала и о роде, о корнях, о фамилии, об особых отношениях, но никогда с точки зрения того, что есть должно быть какое-то чувство превосходства или какие-то особые права должны быть, а, наверное, даже какая-то большая ответственность и какие-то большие ограничения в том, как, допустим, себя вести и так далее. Мой отец часто об этом вспоминал и говорил, всегда говорил о тех случаях, когда в селах к нему, так сказать, выражали особое почтение, спешивались с коня, уступали там и так далее. Он, конечно, всегда останавливал этих людей, особенно если они были старше. Но это было всегда очень интересно, как часть культуры, которая была еще совсем недавно. Конечно, говорить о каких-то врожденных там особенностях не приходится, но осознание того, что вот, если кто-то представитель какого-то рода, то он должен вести себя благородно, и что он должен ценить это благородство и не позволять себе какие-то вещи, это очень человека тоже направляет как-то. Вот, поэтому я думаю, что недаром в Абхазии само понятие Амстафар, оно говорит о благородстве, о каком-то кодексе чести и прочее. Это очень важно и очень пронизывает. Я считаю, что с точки зрения изучения истории родов, истории влияния каких-то личностей в те или иные периоды, это очень, очень важно, очень интересно. История фамилий, родов – это часть этнографии, а мама работала в музее, и нумизматика – это тоже часть ее деятельности была, конечно. Надо сказать, что, наверное, мой отец, он настолько страстно занимался историей и этнографией, что моя мама поменяла специальность. Когда они познакомились, она потом закончила исторический факультет на красный диплом здесь, хотя она сначала была специалистом по субтропическим культурам, поэтому она здесь оказалась, так она выросла в Тбилиси. И вот потом она, так сказать, все больше и больше стала узнавать об истории Абхазии, страшно возмущалась несправедливостью и тем, как замалчивались какие-то очень важные моменты из абхазской истории. И она вот до сих пор очень упорно работает в этом отношении, выискивая какие-то очень интересные детали. И она пишет, вы знаете, книга
рассказы для детей по истории Абхазии, а сейчас готовит большой сборник по истории Абхазии. Очень, я надеюсь, он скоро выйдет. Мне кажется, я у моего отца переняла такое немножко философское отношение к каким-то бытовым трудностям. Может быть, это даже не очень хорошо для женщины, когда я могу немножко отстраниться от каких-то проблем. В нашей семье всегда самыми важными проблемами были все-таки не проблемы семьи. Это всегда были какие-то вопросы, связанные с работой моего отца. И мы всегда жили вот этими переживаниями. Это было главное. А все остальное для того, чтобы... И, конечно, родные, близкие его, родственники. Вы знаете, мы скучали, потому что он очень был занят. Но нет, вот ревности не было, наоборот, мы к этому приобщались. И вот мой брат очень помогал моему отцу. Когда уже появился компьютер, он набирал и, так сказать, макетировал его работы. И я всегда читала, и как корректор тоже иногда выступала в этой роли. Мы очень интересовались тем, что он делал, и, конечно, в этом смысле он был главой семьи во всех смыслах. И в смысле такого человека, который принимает очень взвешенные решения. И вот дело его жизни, хотя мы другие взяли профессии, он очень хотел, чтобы и мой брат, и я, мы бы пошли по его стопам. Но у нас был какой-то тоже бунтарский дух, нам казалось, что это все на блюдечке, это как-то мы будем уже идти по проторенной дороге, поэтому мы выбрали специальности, которых не было ни у кого из наших родственников. Он был физиком, я психологом стала. Но тем не менее мы все равно возвращались к этой главной проблеме отстаивания права на свое собственное историческое прошлое нашего народа. Можно сказать, что мы как-то в такой атмосфере диссидентства воспитывались. Во-первых, я уже не помню, когда я первый раз слышала критику сталинизма и так далее, когда мало кто вокруг об этом открыто говорил. То есть это многие книги мы читали в самоиздатовском варианте, особенно когда мы уже становились студентами. Но и до этого к нам приезжали люди из Москвы, которые имели, так сказать, доступ к такой литературе, которая не публиковалась в Советском Союзе. То есть вот такая критика системы, она всегда звучала. Но и было в то же время понимание того, что есть какие-то ограничения, и нужно учитывать реальность для того, чтобы хотя бы для какой-то информации пробивать дорогу, чтобы что-то было опубликовано и так далее. Но мы пережили и звонки по телефону с угрозами. И в 1978 и в 1989 году нас иногда предупреждали папины друзья, которые имели доступ к каким-то определенным структурам, что будь бдители. Это все было, это все мы пережили, конечно. Я очень хорошо помню, телефонные звонки могли в 3 часа ночи позвонить, в 5 утра позвонить и, с угрозами. Когда события 1989 года, мы с друзьями передавали репортажи, тогда телефоны междугородной связи были на улице, стояли. И когда я зачитывала какие-то очередные репортажи о событиях, я не знала, меня побьют или не побьют, когда я выйду, потому что приходилось иногда громко говорить о грузинском фашизме,
о том, что вот Тбилиси все хочет взять под контроль, что вот они давят свободолюбие абхазов и так далее. У меня до сих пор сохранились некоторые из этих репортажей. Мы звонили тогда вот и в Рейтер, и в агентство «Гласность», и в «Нью-Йорк Таймс» и так далее. А потом, когда вот был съезд, на котором Владислав Григорьевич выступал, мы тоже с большой довольно кипой материалов ехали, и уже иногда проверяли сумки в аэропорту. И я тогда вот эту кипу бумаг, которую мы здесь перепечатали, я просто положила за пиджак, за спину, чтобы на самом деле мою сумку проверили и даже пролистали книги. Да, но, так сказать, меня нет, слава богу. Хотя было это немножко, так сказать, страшновато, но тем не менее мы все это провезли, мы потом в Москве уже размножали эту информацию о событиях в Абхазии, исторических событиях и 30-х, 40-х годов. Депутатам этого съезда мы раздавали перед входом вот такие, так сказать, папки с материалами об Абхазии. Страх был, почему не было? Был, но мы понимали, что надо это делать, потому что мы понимали, что Грузия обладает гораздо большими возможностями, нужно этому как-то противостоять. Это именно в нашей организации мы подняли вопрос о том, чтобы отмечать День Махаджиров. Это все мы, так сказать, все организовали. И нас всех по очереди чехвостили в обкоме, и в наших, естественно, на работах. Да, то есть мне очень тяжело приходилось, потому что я в грузинском коллективе работала, это было очень сложно, мне пришлось потом оттуда уйти. Еще до войны, когда уже в воздухе пахло вот такой очень серьезной тревогой, мы спорили с Мушни о том, что будет дальше, и он говорил, что нас только война спасет. А я с ним спорила и говорила, что эта война, она уничтожит очень прекрасных сыновей. Боль, конечно. Это, может быть, потому что лично. Это уже настолько жизнь другая после этой утраты, что все остальное немножко теряется. И вот самая большая боль для меня, конечно, то, что вот в этом мирном строительстве я просто физически ощущаю нехватку вот этих голосов. Мушни, Адгура, очень многих других ребят. Странная фраза, только война нас спасет. Потому что ему казалось, что нужна какая-то встряска. Все последующее должно, так сказать, равняться этому высокому такому подвигу тех, кто погиб на войне, кто был на войне. Очень важный вопрос, который вы задаете. Но, вы знаете, есть сейчас очень много препятствий к внешним, к продолжению внешних признаний и так далее. Но у нас так много задач и такой большой путь по внутренней работе, что вот пока мы не увидим, что вот этот путь мы должны пройти, обязательно внутренний, да, совершенствуя себя, совершенствуя свою политическую жизнь и находя возможности экономического возрождения. Но главное, конечно, здесь должно быть очень много труда. Вот, к сожалению, вот для меня это всегда такое вот несоответствие огромных задач и вот некоторой расслабленности и ожидания того, что какой-то арендатор придет, и вот мы будем просто за нашу землю получать какую-то ренту. Вот это для меня очень такое опасное, так сказать, наблюдение, что, к сожалению, у многих такие настроения. Я думаю, что вот эти настроения, вот это самая большая ловушка, дорога в никуда. Да, мы вдохновлялись именно, так сказать, абхазским национально-освободительным движением, но сейчас этот этап – это уже государство, которое нам дает новые задачи, которые требуют создать здесь такие справедливые и благоприятные условия для всех, кто здесь живет. Конечно, сохраняя абхазскую культуру,
на должный уровень, поднимая абхазский язык и так далее. Но вот мне кажется, пока мы ожидаем каких-то внешних благоприятных условий, мы теряем просто очень важное время, и мы можем перейти на самом деле какую-то критическую черту. На самом деле видим, что правила, по которым, допустим, выбираются лидеры в той или иной сфере, да, они не всегда открыты. И мы не всегда понимаем, справился человек с задачей или нет. Мне кажется, вот это очень важно, да, чтобы мы понимали, что на решение какой задачи приглашается человек, допустим, управлять министерством или какой-то госкомпанией. Вот когда все это происходит вот как-то туманно, то очень много как бы тратится силы, надежды, энергии, потом разочарование, и в общем-то непонятно, как, с чем, кого сравнивать и так далее. Мне кажется, здесь уже давно надо перейти на какие-то вот контракты, не знаю, открытое формулирование задач. Те же самые реформы, это недостаточно сказать, что мы хотим реформ. Надо знать конкретно, что именно реформировать, каким образом, какую задачу, задачи минимум, максимум, долгосрочные, краткосрочные и так далее. То есть вся эта система управления, мне кажется, должна быть более детализирована и более структурирована, чтобы с понятными задачами, исходными условиями и ожидаемыми результатами, чтобы мы могли увидеть, кто справился, а кто нет, за что человека, допустим, увольняют, просто за то, что он позволил себе критиковать вышестоящее начальство, или на самом деле он не справился. Ну вот есть некоторые, знаете, мне кажется, ложные представления о том, что мы не можем открыто обсуждать какие-то вопросы. С одной стороны, когда уже переходят черту и во все тяжкие идут, и там и оскорбление личности, и клевета идет и так далее, вот это как-то уже стало частью нашей жизни. А с другой стороны, совершенно просто открытый разговор о том, удалось ли тому или иному чиновнику справиться со своими функциями, вот это редко бывает таким открытым разговором. Двойная, тройная мораль, и когда сильные мира сего позволяют внедряться в политическую жизнь любого государства. Причем я знаю, что, допустим, перед началом, так сказать, вторжения американцев в Ирак, эксперты американские предупреждали, что этого ни в коем случае нельзя делать. И существуют доклады, где они описывали возможные последствия. Часть из них уже вот реализованы. К сожалению, просто вот, видимо, политический заказ был настолько силен, и вот нефть с этими доходами огромными, которые получили некоторые кланы, да, это все оказалось сильнее всех этих научных предупреждений и так далее. Но что делать Абхазии в таком мире? Это, конечно, требует в десятикратном, так сказать, степени, в десятикратной степени быть очень профессиональными, умными, информированными, образованными и так далее. То есть мы должны отслеживать все эти события и найти свое место. Я уверена, что все-таки это возможно сделать. И здесь должна быть очень продуманная политика, очень аккуратная, вот, но своя. Обязательно своя. Абхазия должна иметь свою политику, и внутреннюю, и внешнюю, с учетом всех реалий, всех соотношений игроков, которые влияют в данном регионе. Но, тем не менее, мы постоянно должны думать именно о своих интересах, о своих целях.